Салям Достар. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. На канале Борис Медиа Галия Галилаева. И сегодня у нас в прямом эфире гость, заместитель министра независимого Татарстана Рафиса Кашапова по национальным и религиозным вопросам Аида Абдрахманова. Здравствуйте, Иссен-Сыңызбе, Аида Ханум. Салям Дуслар, я также могу сказать, я думаю, поймем друг друга. Приветствую вас всех. Как всегда, перед началом эфира, друзья, прошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и распространить эту ссылку на наш эфир тем, кому действительно интересна тема независимого Казахстана. Заранее благодарю. Аида, во-первых, хочу поблагодарить вас, что вы нашли время и вышли к нам в прямой эфир. И для того, чтобы зрители понимали, с кем я буду вести сегодня интервью, небольшое досье на вас. Пожалуйста, подключите досье. Аида Абдрахманова, этническая татарка, политический эмигрант в Швеции, окончила Казанский государственный технический университет имени Туполева, экономика и управление на предприятии, по специальности экономист. На сегодняшний день Аида Абдрахманова заместитель премьер-министра независимого Татарстана Рафиса Кашапова по национальным и религиозным вопросам. Также Аида является членом Лиги свободных наций, постоянным спикером форума свободных народов пост-России. Итак, друзья, вы уже узнали, кто сегодня у нас в эфире. И хотела бы начать уже непосредственно от Печкой. Печкой послужили Беловежские соглашения, запущенные в декабре 1991 года. Так вот, согласно этим Беловежским соглашениям, в состав Союза независимых государств Республика Татарстан входила как организация, которая должна была учреждать этот союз независимых государств. Для многих, я думаю, это будет очень большой новостью. Так вот, как же это было, наши уважаемые зрители, мы сейчас с вами посмотрим в сюжете, который был отснят еще на территории Российской Федерации, и, как в свое время сказал Борис Ельцин, берите суверенитета столько, сколько сможете. Пожалуйста, небольшой сюжет на эту тему. Сепаратистский курс в Татарстане зародился, как и среди других народов, накануне распада Советского Союза. Интересно, что татарский сепаратизм берет свои корни со времен Ивана Грозного, который захватил Казань еще в 16 веке. Уже в конце 80-х происходит рост национализма в регионе, татары требуют расширения их прав. Это, кстати, также связано с известным выражением Ельцина, сказанное им в 90-м году. Оно звучало примерно так: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Уже в 90-м году принимают декларацию о суверенитете региона и преобразовывают его в союзную республику наравне с другими. До этого Татарстан был лишь автономией в составе Советской России. После распада СССР Республика Татарстан стала закрепляться как независимое от России государство. Республика даже принимает декларацию о вхождении в состав СНГ на правах учредителя. В 92-м проходит референдум о независимости Татарстана, на котором за суверенитет высказался 61%. Россия, в свою очередь, признала данный референдум незаконным, так как он противоречил ее конституции. Еще важным сигналом для обострения отношений стал еще один референдум, только о Конституции России, проведенный в 93 году, после августовского путча. Референдум, хоть и был проведен в Татарстане, был фактически проигнорирован жителями, явка составила 15%. Выборы в Госдуму также там не состоялись. Отношения между странами довольно серьезно накалялись, в то же время между правительством Татарстана и России шли переговоры о формате взаимоотношений. Татарстан в 92-м отказался подписывать федеративный договор. В то время в России существовало два ключевых сепаратистских региона. Это Татарстан и Чечня. Как происходило решение проблем в Чечне, мы знаем, а вот Татарстану удалось уладить все мирным путем. Между главами Татарстана и России был подписан договор о разграничении полномочий между странами. Формат договора был довольно неоднозначным, многие его определяют как равный союз между странами. Интересно, что он даже фактически противоречил Конституции России, так как нарушал конституционный принцип равноправия субъектов федерации. Татарстан фактически сохранял все свои привилегии, мог вести международные переговоры от своего имени, сохранял полностью внутреннюю власть, владел всеми ресурсами на своей земле, основную часть дохода оставлял себе и так далее. Был даже свой аналог денег – татарские жетоны. Полноценными деньгами они не являлись, но были в ходу до 2001 года. Интересно, что до сих пор власть в Татарстане преимущественно возглавляют татары.
Итак, мы с вами, друзья, посмотрели сюжет, в котором действительно